Тифлогид. Обзор журнала «Наша жизнь» от библиографа Альбины Бабенко. Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию обзор статей ежемесячного журнала Всероссийского общества слепых. Журнал освещает жизнь общественных организаций слепых, рассказывает о деятельности его руководства и жизни рядовых членов. Кроме того, журнал печатает прозу и стихи незрячих поэтов, дает материалы к юбилейным датам, ведет различные рубрики, учитывая интересы разных категорий своих читателей. Журнал представлен в фонде Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима Хусейновича Тухватшина рельефно-точечным шрифтом по системе Луи Брайля и в плоскопечатном крупношрифтовом форматах. Январский номер журнала открывается с печального известия. В декабре прошлого года не стало президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина. Администрация и Центральное правление ВОС выражают глубокое соболезнование семье и родным в некрологе, посвященном жизни и заслугам Александра Яковлевича. Всю свою жизненную энергию, знания и богатый опыт он отдал благородному делу социальной защиты и реабилитации инвалидов по зрению. Раздел на 23-м съезде ВОС завершает публикация отчета Центрального правления за 2016 по 2021 годы и информирует в статье «Важное решение» итоги выборов нового президента Всероссийского общества слепых. По результатам открытого голосования 106 делегатов съезда 87 голосов было отдано за кандидатуру Владимира Васильевича Сипкина. Избранный президент поблагодарил за высокое доверие и заверил, что будет учитывать в своей работе все критические замечания. Статья «Модный незрячий» раздела «Качество жизни» расскажет о социальном проекте «Действуй без барьеров», который поможет незрячим и слабовидящим людям поддержание привлекательного внешнего образа. Цель проекта, по мнению его участницы Юлии Васильевой, создание сервиса по оказанию услуг стилистов по подбору модной одежды для инвалидов по зрению, консультации и рекомендации в области современных тенденций моды и стиля. Об итогах долгожданного и всеми любимого Всероссийского кубка ВОС КИСИ команд интеллектуального современного искусства поведает раздел «Мир увлечений». Кубок 2021 года посвящен 20-летию движения знатоков Всероссийского общества слепых. Борьба была интересной и насыщенной. Победители и участники получили премии и дипломы. Злободневная тема о роли шрифта Брайля в жизни незрячих затронута в последней статье недавно ушедшего от нас Ривката Гордеева из Татарстана. Автор статьи «Система Брайля. Анахронизм или жизненная необходимость для незрячих» был глубоко убежден, что по-настоящему грамотным человеком может стать только тот, кто овладел азбукой слепых. Даже в век компьютерных технологий изучение системы Луи Брайля позволяет развить память, осязание, внимательность, усидчивость, целеустремленность и достигнуть высот профессионализма. Традиционная рубрика «Домашний калейдоскоп», как всегда, дает массу полезных советов. Статья «Осторожно, гололед» актуальна в зимний период. Правила безопасности научат нас, как уберечься от травм и переломов, правильно падать, оказать первую медицинскую помощь. Следующая статья этой рубрики знакомит нас с дубильными свойствами растений. Кора дуба
черная смородина, кизил, богаты соединениями, обладающими антисептическим, противовоспалительным и ранозаживляющим действием и широко используются в народной медицине. Обзор сайтов региональных организаций ВОЗ журналиста Татьяны Кручининой расскажет, как живут ВОСовцы на удаленке в период пандемии. Статья «На злобу дня» показывает, что тема вакцинации и дистанционной работы остается самой актуальной. Ну а чтобы пережить трудные времена и чувствовать себя уверенной в жизни, инвалиды печатают свои стихи, знакомятся с творчеством признанных поэтов. Думаю, никого не оставит равнодушным трогательный рассказ Сергея Новожеева из Владивостока. Он с большой любовью повествует о жизни своего слепоглухого дяди Сергея Григорьевича Мирошниченко. Несмотря на физические недуги, Сергей Григорьевич смог найти занятие, разнообразившее его жизнь. Живя у моря, он самостоятельно гулял, слушал музыку по радио и даже нырял и ловил гребешков. Интервью Ирины Федотовой знакомит нас с увлеченным своим делом тренером по танцам Жанной Савенко. В статье «Танцы на ощупь» Жанна рассказывает о том, как выглядит процесс обучения незрячих Владивостока языку танца. Жанна уверена, что через объятия и руки можно передать эмоции не хуже, чем словами. Занятия помогают сделать жизнь незрячих интереснее, ярче и получать массу удовольствий. Уважаемые читатели, эти и другие не менее интересные публикации читатели смогут найти в первом номере журнала «Наша жизнь», который можно взять на дом в читальном зале отдела организации досуга библиотеки по адресу город Уфа, улица Кирова, дом 47, телефон 2 72 70 14. Спасибо за внимание.